Всем привет, меня зовут Артем, вы смотрите канал AMHD. И недавно я понял, что уже наступил май, наступила весна, даже поздняя весна, это, знаете, это почти как лето. Только в 20 градусов все равно иногда приходится накидывать куртку. Так вот, я недавно возвращался 9 мая с салюта в честь Дня Победы вместе со своей бабушкой. Ко мне пришла идея, вот много кто из моих сверстников сейчас уже в теплое время суток начинает гулять по ночам. И у нас есть комендантский час в городе, и, скорее всего, по всей стране, ну, я так понимаю, что да, по всей стране есть комендантский час в городах, и нельзя находиться на улице с какого-то по какое-то время. В нашем случае это, по-моему, с 10 до 5 утра. Ну, не суть, в общем. В 5 утра, кстати, я хотел прогуляться как-то утром. Ну вот, видимо, не получится. И я подумал, что много кто сейчас попадается в лапы полицейским патрулям. Ну, хотя закон, в принципе, хороший. То есть, что лучше, попасть в отделение полиции, где добрые полицейские вас даже ругать-то не будут. Ну, просто не за что. Скажут, пойдем-ка, ты немного нарушаешь закон, но это не критично, сейчас тебя заберет твой батя, который уже с тобой и поговорит так, как следовало бы поговорить нам. Или же вас отловят какие-нибудь нежелательные элементы, и после этого вас могут вообще не найти в течение нескольких лет, может быть, даже в речке утопят, допустим. Но я подумал, что много кто просто не успевает до определенного времени добраться до дома. И решил, что неплохо было бы иметь на телефонах такое приложение. Знаете, как Foursquare, раньше был такой сервис, еще даже прошлым летом существовал, теперь его заменило какое-то дерьмо. Там были подсказки, которые помогали вам, допустим, ориентироваться в кафе. Вы пришли в незнакомой стране, в незнакомом городе, пришли, и вам нужно узнать пароль. То есть, если вы ничего не заказываете, там вы... Не знаю, кто вы, просто не хотите ничего заказывать, и вам нужен Wi-Fi. И вы сможете с помощью мобильного интернета, или же, по-моему, там можно было загрузить, но, в общем, не суть, посмотреть, какой пароль от Wi-Fi. То есть подобные подсказки, например, в местах, что там могут быть нежелательные элементы, допустим, такие подсказки. А если вот сделать сервис, который, ну вот наподобие этого, что я вам только что изложил, и еще наподобие Яндекс.Пробки. То есть люди сообщают просто о пробках, где места заторов в городе существуют. Там все, по-моему, работает не просто на людях, а еще камеры, специальные устройства. В общем, сделать подобную вещь только для полицейских патрулей. Да, вещь, в принципе, интересная. То есть получается, что школьники смогут безнаказанно возвращаться домой, даже если они этого делать, в принципе, не должны, если их уже должен забрать к себе доблестный патруль. Но ведь, действительно, согласитесь, просто неудача получается такая себе, что если вы не успеваете дойти до дома, там, не знаю, за 20 минут, просто не успеваете, останавливаетесь на улице или что-то там с вами происходит, или вы обходите какую-нибудь шумную компанию и встречаетесь с патрулем полиции, который вас берет в свои теплые и крепкие объятия и уводит в сторону в отделение полиции. То не следует все-таки это приложение реализовывать. То есть я вам только что предложил стартап и рассказываю, почему его не стоит реализовывать. Вот, видите как? Я вижу здесь первую причину, это то, что могут пользоваться действительно недобросовестные люди, которые уже разыскиваются, да, много кто разыскивается, у нас город не очень спокойный, и у нас наверняка есть много всяких преступников, которых разыскивают, а они просто хотят обойти полицию и с помощью вашего приложения сделают это, и убьют кого-нибудь, продадут кому-нибудь наркотики, украдут наркотики, и все, в общем, в таком духе. Кстати, предлагаю вам поразмыслить, что хуже, кража наркотиков или их покупка. Предлагайте свой ответ в комментарии. То есть приложение, по сути, нечестное. Оно придумано для того, чтобы... создано для того, чтобы обойти полицейских, то есть обойти закон. А этого делать не стоит. Задумка первоначальная — это сделать так, чтобы школьники просто не имели лишних проблем. То есть никому от этого сильно плохо не будет, если вы просто успеете за 20 минут, обойдя полицию, добраться до своего дома. Второй момент, почему не стоит реализовать это приложение, потому что могут быть, во-первых, проблемы с полицией, во-вторых, то есть с государством, во-вторых, могут быть нечестные люди. То есть вам скажут, что патруль здесь, на самом деле он
немного в другом месте, и вы на него там натолкнетесь. В общем, концепция есть, я вам ее закинул, если кому-то интересно, можете реализовывать. Я лично этим заниматься не собираюсь, нет времени, во-первых, во-вторых, считаю, что это будет нечестно. Но захотелось высказаться вам по поводу вот такого вот небольшого стартапа, который пришел ко мне в голову на днях. Ну а вы подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх. Постараюсь сделать еще больше интересных видео, ну еще по технологиям чего-нибудь сделаю. В общем, пока.